Правила игры предельно просты. Мальчики и девочки должны пробежать дорогу прямо перед автомобилем и не попасть под колеса. Побеждает тот, кто не был задет транспортным средством, но находился максимально близко от него. Забава, от которой у родителей волосы встают дыбом, появилась сравнительно недавно, но уже унесла жизни подростков по всей стране, есть и пострадавшие. В социальных сетях люди бьют тревогу, то тут, то там дети выбегают на проезжую часть прямо перед несущимися машинами. Психологи считают, что подобные игры вызваны зависимостью от экстрима. Когда компьютерные игры и обследование подвалов уже надоели, дети ищут приключений на грани жизни и смерти. В любой группе появляется стадное чувство, которое притупляет страх. Поэтому дети не боятся совершать подобные поступки. И наиболее уязвимые такие категории детей, у которых проблемы сразу с несколькими группами, получается, с семьей, школой, различными кружками, которые они посещают. То есть если у ребенка дома родителям не хватает времени поговорить с ним, заняты работой, либо же конфликты с родителями, затем конфликты с одноклассниками в школе, плохо он учится, конфликты с учителями. Вот эти дети наиболее уязвимы и могут попасть в данную группу. Родителям необходимо уделять больше внимания своим детям, показывать им, как они их любят, каждый день говорить им, что они им нужны, разговаривать с ними и говорить о том, что существует информация, которая может нанести им вред. То есть дети должны уметь анализировать ту информацию, которую они получают из социальной сети. Психологи советуют родителям почаще интересоваться, в каких соцсетях и группах состоят их дети. Хотя в век айфонов и всевозможных гаджетов сделать это непросто. Именно интернет, по мнению специалистов, и является источником неадекватного поведения подростков. Сейчас всемирная паутина кишит сомнительными группами, которые пытаются внушить уязвимой психике ребенка неправильные, а главное опасные для жизни вещи. Любая социальная сеть, конечно, она может представлять собой опасность, но так же, как опасность может представлять кухонный нож, то есть это двусторонняя такая, двуякая, может быть, вещь, и сказать, что все социальные сети опасны, их давайте запретим, пусть дети там не сидят, отберем гаджеты, это просто подействует отрицательно, то есть, во-первых, они будут воспринимать нас как врагов, как каких-то тиранов, а во-вторых, все равно полностью закрыть, мы живем не в Северной Корее, и полностью запретить как интернет, полностью запретить сеть мы не сможем. То есть всегда они могут иметь доступ, и только к отрицательным последствиям приведет это запрет, попытка слежки, попытка какого-то такого контроля. Поэтому здоровый, нормальный, психически здоровый ребенок никогда в такие сети не попадется, и в такую игру играть он не будет. Это, конечно же, тут надо работать по-другому. Именно над психическим здоровьем, психической устойчивостью ребенка. По данным госавтоинспекции, к счастью, в Сибае пока таких случаев не наблюдалось. Но все же водителям нужно быть особенно бдительными. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.